Өтекүннен күнді дағаттар, бүгін бұл бары хаңа тақсыбыт үтчет комедиятын агент Мамбо Трупак ден кинені ұрыта кәлібіт, манна мұнистунлар кинені орбыт команда, онна кинені таптыр, кинені аналистыр, критиктер, блогердар мұнистан мана бүгін ұрыта екпіт. Ұрыты көңіл форматтақ болуға, онын қайда бараны еға давай. Тадағыттар, бұл кинені пандемия кәмер қайдақ бұғылақтық ұғылығыт, қайдақ бұл қачақтақ кәмер бұдың білен батчалаған бұрайығы оңардығы тойым. Бастатан туран Каяхен, давайте поздравим друг друга за то, что вот прошел у нас пресс-показ, первый показ. Вот так гасты бұл кине туғынан кәпсәдаққа білден тұрар хүрдағы ғырақан әті толкуйдан қолыбыра саас толкуй үлеті хағаланнаға де. Онтан толкуйдан барамыд сайын ұстарбыт сағана білден тұрар пандемия бит олық үйгені болан қалбыта. Үлелігі хүрдақ ғырақан бол бұта, олды болар ханавының түйербәкке бұқа бара қаманданан справкалан, ғыдыр оғай бүттен, бәбәбіте бігіргетен, ұстар хербітін болан әтәңі ғылы бұт. Бастаты жигна куттаналар та намтан сагалы футун магарып намулу хуттан оны олак келе бетактара. Я коратта келе булахтын олак келемен ден Роспотребнадзор тох биле. Ага, запрет. Олихин барбадак пыт усалданга таккан көрбүп бит эмет өттөрү үйрөнүп биттара. Энне гана мыт тихо молча жокускай кораттан сагалап бит. Ага, хап. Оннан этеңе устаммыт хин биле ырыбыт намтан кинемит устам битер бит сагана көңүл ари бебиттере эндеген намыт ол наммытер төттөрү диемит усалдамытер төттөрү диемит этеңе угулам битер бит хәпте итегөдү готоонна осанан кылгастык бу команда туһунан проект туһунан кепсәдә кыттан бастыка генмаба улаханың ара состав ол болар. Саңа хәредер табу Илья Попов болар, беги иккис улахан сүрін орол бұд. Бу Ильяға ме тоқ болар, бастық улахан орол болар, кейнағанын тәхіддағын долғы хәдер бұлықтақ, онаттан бұ бәтін бұ оролғы хөпті бәхәд демет харизматын бәлеті көріммет хүддағын тапта жиханымын, қолыбыр бұ түз бәйім хана бар. Жәбәті дағын әте образқа кіртік майгынныр бұлықтақ. Олығыр, онаттан көрәтші ғыналы ден кәтәхәбіт білдер иқтіра болды. Харазы комментарийға хүрі оқтары дәкім қадда ғanya бұдын. Онаттан кәтәхеп бұллаға. Манда көпірісті ақпын. Қалыр манда мәңелер ем балыр. Өлбек бай мәңе отырып ал білевін. Әйті саундтрек бар дейжедер еті. Онына именно бір контекстылын вырежайды аспектін зыры көрдік. Тоғын нүккімі көтейден вопрос бар. Вот эти изначально эти гразы барбат тепет, того терген бу хака кинета буллади. Бихиго опсай бартан кабык путунада, эбитин Астурия бут билүттен сагалынар. Мастактен хәленетте. Олхан кадак таганан меңе ден болбат тиханын бин тузбе. Оларын бир өттүнөн эме халын сөп того терген эти хурулуу тыры булла. Өренник хурулунага ди. Жана өтөкөдө улартар кыра берем. Урбан райым группаны комуйок бар бу жон баам элбегате кайдак буйлактык тугунан шанташтанды тугунан хачыланды комуйдугутой онна Макс Северстов то кыттыбата. Ну вообще Сорот, Hits Production, Алексей Амбросов-младший, мы все ценители хип-хопа, рэпа. Всегда, да, в свободное время всегда слушаем рэп. И вообще в фильме очень много рэпа, хип-хопа. Мы этим самым даем дань якутскому хип-хопу. Вообще очень много поколений, как и новая школа есть, старая школа, и мы попытались объединить все это в один фильм, все это запихать. Да. Урбанаемов, конечно, знаем с детства. Обратная сторона снимается, Пансаж снимается, Джида снимается. Очень много известных рэперов вообще. Как вообще согласились? Да просто, алло. Будете сниматься, да? Конечно. Хака генетер те саунд дизайн это вообще хайдан хердих багарабын. Онотон үһүшәһән кәтәбит. Махтал, музыканы хэп. Меня зовут Владимир Тимофеев. Я был впервые режиссером и актером вторым режиссером в этом фильме. И Тохтя Хумаровна, Андрей Татим,
Федоров Онгурбута, композитор наш, полностью сделал всю музыку, которая там присутствует. Мы попытались еще взять все якутские рэп-песни, только официально якутские присутствовали там. Вообще других вообще не было. Новая школа, старая школа, как сказал Виталий. И, в общем, да, Пансаж тоже работал. Финальная песня ребята Босса и Трупака тоже записывал Пансаж. В общем, очень такой музыкальный рэп-фильм получился, можно так сказать. Бапают, текут, мен, ютубы, бай, катеты, подляют, бай, этот, ты походит, поход на сюжет мафия один. Мафия такая была, мафия один, и очень поход сюжет. Почему? Ну, этот вопрос к Алексею, режиссеру, он скоро подъедет. Я больше по финансовой части. Алексей. Да, какой билет картины? На данном этапе 3 миллиона 200 тысяч. Ну, уже 2 раза больше, чем первая часть. Вы знаете, ну, прежде всего, я должна поздравить всю команду. Вы вот явно на глазах выросли. Если честно, я шла на этот сеанс, на показ. Еще Алексей Амбросьев сказал, ну, просто мечтаю попасть на пресс-показ. И вы знаете, я хотела, вот как на первый агент Мамба я шла, вот один, когда было. Я помню, что я там без Бэра, в общем, смеялась, и я думала, что сейчас я приду, я тоже буду от начала до конца просто ржать. Но, вы знаете, удивительно, что это немножко совершенно чуть-чуть как-то жанр вы изменили. Оно больше как-то мелодрама. Вот. Как я удивилась, что вот комедия, да, вот и смех, и где-то слезу, вот прямо на слезу пробиваете. Вот там, где диалоги нашего героя с Сахаей, там про детство, про тяжелое. Вы знаете, вот как-то сумели. И вроде и смешно, и улыбку вызывает, и пробивает на слезу. Вот это вот уже говорит о некоем росте. Вы растете, и даже вот где-то утяжелился фильм немножко. Я даже местами немножко, если честно, отвлекалась. Да? Ну ладно, там они разговаривают, я тут. А это о чем говорит? Это значит, вы уже начинаете почему-то думать уже не сколько вот о каком-то коммерческо-комедийном каком-то коньке, а о человеческом чем-то. Вот за это спасибо. Это раз. Ну, то, что фильм музыкальный, это, ну, обалденно. Если бы я была моложе, там, лет на 20, я бы вообще там зажглась бы. Действительно, у меня было ощущение, что вы собрали поколение и 90-х, и даже зацепили там немножко и махровые вот такие крутые 90-е, и миллениум зацепили. Вот объединили. Я думаю, что аудитория увеличится. Вот не только вот нынешняя вот хип-хоп молодежь, но и те, кто постарше, и те, кто поновее, это раз. И так как вот вообще понятие рэпер, оно само по себе предполагает какую-то импровизацию внутреннюю, да? И я почувствовала, что даже в диалогах, там вот, где вы там в гараже, какие-то беседы, какие-то у актеров, мне такое ощущение, что писал сценарий не только Алексей Амбросьев-младший, но, наверное, и сами там по ходу придумывали. И насколько у вас там импровизация приветствовалась? Вот, что вы придумали, кроме того, что придумал Алексей Амбросьев-младший? Тавастан дураманнык сценарийга суруллубут тугунан режиссер сурыйбутунан эре болбакка режиссер кине съемка болоту дагана манныккынын бутүгенге манныккын тахын ден этер ол эппитин бейбитигер аналистигут онда били репердере кинелер эн эрде көрдөх битче оны кайта каналлар этеден бейбит көрдүбүт орол бутугар кайта кыныкка би маннык жетак битне оны андык барсылатта ары маннык тен жетак битне ден тиен айтаган ресеттен да конечно эби бен ондук манныгдан берит ондук эбен хасын манныгын репин утяра хатан эме докуйдугун туга би кадыр таскава оруло нюжавунду инден олен кадыр оны оню женеме баганде манныгын кадыр күлләк бадыгын никер бу инде кодык оны же киллерен эбен бехебет олен дик импровизация бар
Аха, комуллан такар, уну комуллан такан хылы кан тиката таксан келер. Эксен Ильят нейді хумаро, микрофоны берат Илья. Жабылияға бастықы улахан оролы болар, әйеқа тәғірақанаты физически, морально сценарий өретергер, хайыргер. Мен Илья деммен. Аппос ролына неуін, тух эти вопрос қайдеп бете. От олаттарыңыр бұттара баста. Тух те өкудік кастинг күдік ба. Барбалары да хорыттар, оны хитстар. Бармыстан олы хоғытық дейді әмді бәтті. Онда тие махараза уйынағанна деуттер. Манды рол бар, хайыгыны бағайын дедіқтірі. Давай, бір шанс бұл меха қолы бұра. Көстен қаларға енде өкудік. Олен өбілес бітім. Кейін әттінен онюрға туық ұрғаттар балары тәдер болуға. Олыған ұрғаттар көстүйедім. Оты бастан долғы еретім біле, бастығы күнлерге. Режиссер қайдық дейға енде өкудікті. Антым оланы со временем бұл съемка ғалым бұдың кәнне уже аліктің әме бастығы өлейіп бұл. Туық связь тардам вот уже бәуетеген шуткала хаджар болып бұд. Алексей тухтиға енді нехігер тоққойдуын, испер тоққойдуын онта етауын еген. Антын, біле ванны режиссер қай егін дехана аудым. Оқын екініма манны кәрігін аны енді дейре бола дехана аудым. Онды бұтаға өт қаддары чепчік батық бәуетен әбен хабан шөбат үліләті өттек қынады. Кардана и шины, ну, не раскрыта же сама суть, как вот, допустим, вы Трупака раскрыли. Стоит ли вообще про них фильм или отрывок какой-то в следующем фильме ожидать? Ждите. Кардан. Агент Мамба Кардан. Да не знаю, Кардан в этом фильме более раскрылся, я думаю, можно сказать. Показали, какой он вообще, что он дополнительно раскрылся, да. Показали его стороны, тут он же показал с плохой стороны, с хорошей стороны, то, что детские дома ездят, помогает. Все, даже Трупак очень сильно раскрылся в этом фильме. Ну а про Кардана, я надеюсь, Алексей напишет. Да нет, не знаю. Да не, интересно было бы на самом деле. Должен быть такой чуть-чуть скрытный. Вообще вся команда выросла еще в таком аспекте, что все роли, будь то даже самая мелкая, эпизодическая, настолько прописаны, ну там с носителя пиццы начнем, да, потом вот гаишник, вот, с которого с кепка на бок, почтальон, они все как драматические, каким-то внутренним конфликтом там что-то есть, и вот настолько прописано, видимо, жесткий был кастинг. Вот сейчас вот у вас в понятии кастинг существует? Кастинг, да. Ведь у нас, когда мы начинаем в якутском кино искать актеров, всегда не хватает. Это же вроде бы много актеров, да? Ну, артистов, да? И все, да, и все очень хорошие, талантливые, но именно которые под персонаж, которые под историю попадают, да, в образ там, всегда вот, возникают проблемы. То один там на сенокосе, то этот нету там, то это. Вот, а в этом плане насчет кастинга, такого, да, мы все, кого вот хотели, да, и кого звали, все очень, дружно соглашались и приходили, все шли навстречу. Вот, так что, нам в этом плане, конечно, очень повезло. Так, у меня такой вопрос. Вопрос был, да, вообще, в целом хочу сказать спасибо. У нас в Якутске, да, в Якутии есть вообще хорошие режиссеры, актеры, операторы, монтажеры, да. Но у нас в Якутске это чисто мое мнение. Просто мое мнение, у нас не хватает хороших сценаристов. Если кто согласен, поднимите руки. Да. Я просто не хочу никого обидеть, просто я этим хочу сказать, что надо еще поработать. Вот первую часть я видел, чуть-чуть похоже, да? Фильм похожий, такие фильмы были уже. И в русских были, и там СНГ, Европа и так далее. Вот. Но вторая часть, манны чуй, то, что атын кинелерге хох холбр. Вот это там актеры сыграли, вот это все, вот это от А до Я, хадна декор бедам холбр эти, чуть-чуть уже. Но надо еще чуть-чуть сценарием поработать, ребят. Тогда все классно будет. Спасибо.
Уолтерга опсайнан коллективка бу хаңа кийини хүрөхтен митнен пресс-показ болбуттан итидигисиңниге гардыле хумарон барга макталбын жердебин. Үшөва кийине болбут. Хап табын кыркы биле бу туакка техническая түнеме туак бары терәре. Опсайнан кийине ото үшү хөбүләтим. Хап туак дем вопрос тахпын. Эти экшн сцена вадде. Стрелка олар. Онно оллагана чуточку, блин, затяжности не хватило, где курдых. Только мать бедя гала. Бедя ванна. Чуть-чуть, крекай разгон бары это воллар. Хоть дарайте туарами не состыковка курдых был бы таду хоть дахту ден просто. Улан Курдаха, мы только учимся, Влади. До этого же никто не делал такие вот перестрелки, мотоциклы. Мы тоже учимся, вот смотрим голливудские фильмы. Человек же по жизни всегда учится вот тогда. И, конечно же, второй момент – это деньги. Все упирается на деньги, у нас все равно бюджет ограниченный. Один день съемок, например, вот этой стрельбы, вот со взрывами где-то 60 тысяч. Больше 40 человек, да, 10 где-то... Автомобили, это на всех бензин, на всех еда, палатки привезти, покормить, напоить получается, да. Там отдельная машина мы купили за 30, что ли, за 40 тысяч, которая взрывается. Это тоже деньги. Потом, чтобы его привезти, отвезти отдельный манипулятор, который поднимает. Это все упирается на деньги. Если в будущем уже, конечно, бюджет будет больше, то этот и будет. Один патрон, это который светошумовой, тоже от 100 рублей стоит. Это тоже все на деньги упирается. Тох парно, как парно. Чана уточнение. Эти сценага примерно тох полный бюджетно. По бюджету. Эти сценага. 60 где-то 100 тысяч туопсай барнах така. Это одна цена. И вторая же цена самая большая, это где свадьба. Это все перестрелки. Там специально люди были, пиротехники, которые ставили петарды в каждый столик. Да, целую свадьбу. Там отдельная бригада Киви Кейтеринг, да, например. Приходят, оформление делают, потом приходит массовка на автобусе. Потом они ждут, их всех нужно покормить, потом обратно отвезти по домам. Ну, это целое дело. Поэтому я думаю, мы даже лучше справились. Вот, по нашим меркам, я думаю, мы справились на отлично. И да, кстати, хочу добавить, что, наверное, это был первый. Он такой незаметный, но это был все-таки первый прыжок на мотоцикле, ребята, в якутском кино. Он был такой, что-то воу, но зато первый был. Оказывается, в республике только 2 человека это делают. Когда я искал их, я, кстати, выходил на тебя же. Да, это ребята просто фанаты своего дела, мотокросс, которые у них есть федерация, под федерацией есть группа есть друзья, которые прыгают, и есть 2 парня, которые это могут сделать. И я нашел их, чтобы у нас был прыжок. Привет всем. Меня зовут Шама. Парни, в общем, вопрос такой. На какой из фильмов у вас больше энергии ушло, нервов? И вообще, в принципе, какой дался сложнее? Ну, я как бы изначально уже был опытным. В якутском кино уже работаю 12 лет. Актер и продюсер. А вот для ребят первая часть «Агента Мама» была это большая такая колоссальная работа, большой опыт. Сейчас уже некоторые моменты, некоторые вопросы, вот Виталя, Боб, тот же Кеша, Алик, Дима спокойно могут решить. Так что вот с каждым кином все равно учимся и развиваемся. И еще второй вопрос был, да? Какой был более сложнее, да? Ну, первая часть все-таки была сложнее. Нервов больше шло в первой части, так как мы с ребятами, в отличие от вот ребят Соротов, да, не имеем актерского образования. Мы просто КВНщики, вайнеры, блогеры, которые просто решили снять кино. И мне кажется, большую благодарность нашему режиссеру, нашим старшим братьям Соротам, которые помогали нам каждый раз. Вот лучше будет так, чтобы ты сыграл. Мы же все-таки первый Кеша, ты же помнишь, что когда первая сцена начиналась с нас, когда мы уже... Да, когда... Так, что делать? Кто это люди? Свет. Ага.
режиссер что-то говорит, начали. Нет, не начали. Все было так, и потом мы, конечно же, учимся, каждой сценой становимся опытнее. И сейчас во второй части было уже намного легче работать в этом плане. Да, нам. Степану еще легче. Нет. Для меня, как для продюсера, вот вторая часть, ну, это Трупак более болезненный. Вот, не пандемия, это вообще в целом проект, ну, это лично мое. Видели бы его лицо, когда я говорю, нам нужен мотоцикл, который перепрыгивает. Машина, которая взрывается. Не, изначально вот в сценарии не было вот этого момента. Вот давайте начнем с этого, да? Потом ребята почитали, и потом Алеша приходит ко мне и говорит: да, смотри, все-таки у нас же экшен, криминальная комедия, у нас не хватает погони, стрельбы, а я уже считаю про себя так, это с двух сторон две бригады, каждый на машине, потом еще мотоциклы добавили, потом взрыв, стрельбу, это вообще жесть была. Но сейчас уже сделали все во благо кино, и чтобы было лучше, получается. Степан чуть-чуть по-другому считает сценарий Амбросьева. Да, цифрами просто. Ага, эта сцена столько вышла, хорошо. О, здесь уже компьютерная графика. И всегда стараюсь говорить Алексею: может это убрать, может это сократить, что-то это нету. Какие у каждого из вас ожидания на этот фильм, пока он не вышел? Самые позитивные, самые, так сказать, хорошие. Вот. Так что я вот надеюсь, что каждый зритель, несмотря на то, что у нас вот субкультурная, да, вот форма, но все равно мне кажется, что каждый зритель найдет здесь что-то свое, потому что эта история все равно универсальная, про дружбу, про любовь, про предательство, про какие-то вот такие вот человеческие ценности, которые вот, ну, у всех, у каждого есть. Поэтому вот в каких-то моментах мы же узнаем там себя, свои поступки там какие-то. Вот, так что я думаю, что, надеюсь, что зритель примет тепло. Как продюсер хочется, конечно же, повторить успех первой части, чтобы он был тоже самым как кассовым. Я? Но я очень надеюсь, но тут сейчас играет очень много факторов, да. Во-первых, пандемия, заполняемость залов 75%. Во-вторых, закрывается дорога, нету дороги через, ну, Заречные районы, да, Вилюйская группа. Это очень влияет. И в-третьих, все парни скоро на охоту, на уток, так что некому будет сходить в кино. Так что вот, надеемся. Хочется сказать, что, мне кажется, из-за пандемии многие разучились ходить в кино. Есть такая тема. И хочется сказать, что, друзья, да, мы призываем вас, не сидите дома, сейчас на улице тепло, можно подышать свежим воздухом и посетить заодно наш фильм «Агент Мамба Трупак» 15 апреля во всех кинотеатрах республики. Мы ждем своих фанатов кино. Тухтяхавет. Саха кинете сайдарын тухугар бихюлеливит олихен элбэх көрөчекелейеннеринебит. Тойтаха бихи султансыл кине устарбыт химбир қайыр бұла сайдар, ол хен әлбәқ көрәтші кәлейен мен әрелләқпін, онны манды кайғы тағасты, онды кайғы тағасты ен қайыр туым хоқ, просто келектір бұла. Мен келектір ен әрелләқпін жомыр. Тойтаққа әлбәқ кейі күйтер, әлбәқ кейі кәтән көрі әджер. Просто нә әлбәқ мероприятие болар, онды мандық болар ол хен кейіндек ханыры болу, ата кән бір жон кәләбет тейі жалдар ол мен келектір әдемен алыс әрінәбет, бұрығытын күйтәбет. Меха ваш бастығы улахан оролым болан башы тоқ боларын білбәппен кейіне тағастағаны ха? Кімне қайдақ боларын башы білбәппен ха? Қалауыра. Қалауыра бастығы кейіне әтейін тағастағы өтті. Қайдақ боларын уже біләпі опыттақ әтейін не өкіді. Онтан меха ваша оқпа. 15 кәдіне олығымылар ерді оқты не өкіді. Қанна барауын қайдақ тұттауын қаптауын не өкіді. Хорошо. Ото кинега хамай главная көрәтчү сөбүле биле. Сөбүле биле бул хали.
Самое главное — любовь зрителей, чтобы зрителям понравилось, с аплодисментами удачно прошла фильм. Где-то ты. То поняли, же? Короче, надеемся повторить успех первого фильма и всех ждем. Несмотря на пандемию, несмотря на все эти ограничения, все будет хорошо. Очень сильно волнуюсь, потому что все-таки наше детище. Сколько бессонных ночей мы потратили. Кстати, Владимир стал во время съемок отцом. Да, да, у меня третий ребенок родился тоже во время фильма, да, во время съемок. Из этого каждый, конечно, волнуется. Все ждем, все родственники ждут, вся семья ждет. Ну, надеюсь, будет лучше, потому что все-таки первая волна, с первой части есть, можно сказать, фанаты, да, фильма. Они на вторую часть точно пойдут. И еще и новое поколение, я думаю, придет. И надеюсь на еще больший успех. Ну, это надежда во мне.